Защита прав и законных интересов несовершеннолетних всегда была и будет первостепенной задачей и государственных органов, и общественности. И в этой связи очень важна та работа, которая проводится на уровне субъектов Российской Федерации. И хотелось бы обсудить в этом контексте программу Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра» 2016-2017 годы, которая будет подписана со всеми муниципалитетами республики в ближайшее время. Почему это очень важно, на мой взгляд? Потому что, прежде всего, конечно, цели и задачи, которые установлены в программе, они достойны, они правильные. Однако, на мой взгляд, реализация этих целей и задач невозможна, потому что содержание программы не позволяет этому осуществиться. В преамбуле программы указано, что дети являются подавляющим источником насилия для детей, жестокого обращения. Это все-таки не семья, а не семейная сфера. И вот эта вот региональная статистика, она подтверждается всероссийской статистикой. Если мы будем брать разные виды насилия, то разница между семейным и несемейным насилием, жестокостью где-то в 10 раз различается, да, где-то там в 5 раз, но тем не менее в семье дети находятся в состоянии наибольшей защищенности. Однако в этой программе основной объект воздействия – это семья. И нам кажется это несправедливым и неправильным, потому что в таком случае цель защиты детей от жестокого обращения, она не будет достигнута никогда. И в то же время об этом, кстати, свидетельствует количество подтвержденных случаев жестокого обращения, которые были выявлены вот в рамках реализации этой программы за прошлый год. Это единичные случаи. Следовательно, мы видим, что семья, потенциальная угроза, которой наделяют семьи, да, и которая читается в этой программе, она не подтверждается. И тем не менее, обычной системой, органами системы профилактики, как и прежде, без этой программы выявляются семьи в социально опасном положении, семьи, где причиняются детям несовершеннолетним какие-то насилия, преступления совершаются в их отношении. То есть и по-прежнему эти семьи ставятся на учет, то есть даже без этой программы. Вот одновременно с этим, с тем, что в этой программе неправильно расстановлены акценты, совершенно не уделяется внимания истинным объектам посягательств на детей, то есть истинным источником угроз для несовершеннолетних, для благополучного их здоровья и развития. Но прежде всего, я думаю, что в этой программе, поскольку огромные деньги были вложены в эту программу, должно было быть уделено внимание прежде всего тем угрозам, которые подвергаются несовершеннолетние через интернет. И речь идет даже не о группах смерти, о которых в последнее время так много говорят. Речь идет о других сообществах многочисленных, которые растлевают, развращают несовершеннолетних, но борьба с которыми крайне тяжела. Со стороны, например, даже иногда невозможно со стороны правоохранительных органов. Это объясняется тем, что в действии этих групп, они так хитро, очень организованные, не содержится явных, очевидных признаков состава правонарушений или преступлений. И поэтому правоохранители, к сожалению, не могут должным образом реагировать на деятельность этих групп. Тем не менее, вред от них колоссален. Например, речь идет о таком сообществе ВКонтакте, как Фоч, известное, на которое подписано около 1,5 миллиона несовершеннолетних и подростков. И контент этого сайта, этой группы, он просто аморален. И
растлевает ребенка, и прежде всего нравственно. Бороться с ним очень трудно. Например, это касается такого сообщества, как АУЕ, да, известного арестантский уклад един, где преступные криминальные элементы пытаются несовершеннолетних вовлечь в вот эту субкультуру, привить им негативные ценности, криминальные ценности для того, чтобы восполнить поколение преступников, чтобы была преемственность этих поколений. Речь идет также о других сообществах, например, о действиях педофилов, которые очень серьезно, очень хитро осуществляют свое вовлечение несовершеннолетних. Вот приведу вам маленький пример. Был выявлен такой несовершеннолетний жертва педофила, который обрабатывался в течение года. И вот первые полгода несовершеннолетний, в общем-то, контент этого педофила не содержал признаков состава преступления. Но за эти полгода ему удалось невероятное: полностью отделить ребенка от родителей, полностью нивелировать уважение, какой-то авторитет родительский. И уже последующие полгода были направлены на то, что ребенка систематически развращали, делая жертвами преступления с целью дальнейшей встретиться с ребенком, да, и добиться своих преступных целей. И вот выявить это крайне сложно, но таких случаев очень много. И, возможно, можно было бы в рамках подобных программ по защите детей, по защите их от жестокого обращения, разработать какую-то систему помощи правоохранительным органам. Например, даже общественную организацию, которая бы вела переписку от имени несовершеннолетнего, попавшего в такую ситуацию. Не ребенку же вести с ним переписку. Для чего? Для того, чтобы собрать компромат против этого человека и привлечь его в дальнейшем к уголовной ответственности. Вот. Это серьезная работа, которая, к сожалению, не ведется. И много других угроз существует, и именно этот аспект сегодня по защите детей не охвачен практически никем. Также основным, то есть важным направлением защиты несовершеннолетних является, на мой взгляд, это работа с несовершеннолетними, характеризующимися девиантным поведением, и выявление этих несовершеннолетних на ранней стадии. Вот подавляющая тоже огромная часть усилий этой программы можно было бы направить в эту сферу, потому что если мы не успеваем вовремя выявить и осуществить работу с этими детьми, то мы можем получить просто преступные элементы в будущем. То есть люди, которые выбьются из общего круга позитивной жизни, да, и станут либо маргинальными, либо криминальными элементами. И причем надо сказать, что та работа, которая ведется сегодня, она крайне недостаточна. У школы просто не хватает сил и возможностей для такой работы, специалистов, и необходима не только ежемесячная беседа или какая-то единоразовая беседа, а программы, разработанные индивидуально под каждого несовершеннолетнего в таком случае. То есть группа специалистов, которые понимают, может быть, каждый день занимались бы с этим ребенком на протяжении такого времени, какого потребуется, может быть, несколько месяцев, чтобы помочь этому несовершеннолетнему выйти из этой ситуации. Потом девиантность несовершеннолетнего не всегда зависит от проблем в семье. Бывают случаи, когда на несовершеннолетнего воздействует криминогенное окружение сверстников. Но бывают и случаи, когда ребенок ведет себя таким вызывающим образом только потому, что ему некуда реализовать себя, ему некуда вложить свою энергию, свои таланты. И это нужно выявить и правильно направить, опять же, в рамках такой работы. Может быть, он будущий лидер по натуре. Такие случаи встречаются, когда, не имея возможности реализовать свои какие-то силы, таланты, ребенок уходит в асоциальное поведение. А, возможно, доверить ему надо было просто какой-нибудь проект в школе, который
реализуется, тем самым увлечь его и ориентировать вообще в другую сферу. Так вот, что касается еще вот этой программы, очень много функций несвойственных она возлагает на дошкольные и школьные учреждения. И мы понимаем, что у школы и у садика просто нет сил выполнять и возможностей выполнять этот объем работы. И даже если обучат специалистов в школах, то это не снимает нагрузки педагога по его основной деятельности. Поэтому вся работа, которая будет проводиться вот в рамках этой программы, она будет фиктивной. Это будут простые отписки, которые не достигнут реального результата, которые не приведут к достижению этого результата, позитивного результата. Поэтому, наверное, было бы правильнее вместо акцента семьи, на который вот сделан акцент в этой программе, сместить акцент на работу служб, психологов, разработку программ вот с девиантными, несовершеннолетними. Кроме того, в этой программе отсутствуют критерии определения семьи в зоне риска, семьи группы риска. А если нет четких критериев, то мы можем делать выводы, что эти случаи, да, работа вот этих специалистов будет по-разному осуществлена. То есть семьи группы риска будут по-разному восприниматься, по-разному оцениваться. И вот отсутствие единообразного применения приведет к нарушению прав граждан, а иногда даже и к злоупотреблению чиновниками и нарушению прав ребенка и родителей. Ну, например, в нашей практике был такой случай, когда родители поссорились с заведующей детского садика. Родители были очень активными, они уличали заведующую в поборе денег. Ну, в частности, заведующая заставляла покупать стиральную машинку в садик. Их это не устраивало. Они писали в соответствующие органы, в комитет по образованию. И заведующая решила другим способом пойти. Она, значит, вызвала ребенка на медико-логопедическую комиссию 5-летнего, и по результатам задавали ребенку много вопросов, в том числе определяли, умеет ли он читать, считать, писать, там, знает ли стихотворение наизусть. И вот он все знал. Ребенок был очень развитый, семья была хорошая, и ребенок, значит, умел читать, писать и даже знал английский язык. Но он не выдержал 45-минутного урока, вот этого экзамена, он залез под стол. И выводы в этой комиссии были следующего характера. Семья, значит, к ребенку предъявляются чрезмерные требования, не соответствующие его возрасту, потому что он умеет читать и писать, родители, и тем более английский знает, родители жестоко к нему относятся, вы понимаете, и реально маме и папе вот такой вот вынесли вердикт только для того, чтобы каким-то образом воздействовать на это, да. А если вот с учетом, например, в этой ситуации, да, с наложением этой конфликтной ситуации на эту программу, да, можно вот в такой ситуации тоже дойти до абсурда, да, и родителей поставить на учет. То есть отсутствие критериев приведет к нарушению, естественно, может привести к нарушению прав и законных интересов родителей и самих же детей. Что касается выявления семей, которые в этой программе, например, предполагается выявление по критерию бедности, да, по критерию недостаточного там, материального обеспечения, жилищного обеспечения. Это тоже очень тонкий достаточно вопрос. С одной стороны, действительно, семье надо оказывать положение, и ребенок не должен чего-то быть лишен в жизни, да, хорошей квартиры, хороших игрушек, хорошей одежды. Но с другой стороны, насколько корректно вообще ставить на учет семьи вот в таком материальном недостаточно хорошем положении? Ведь ребенок, если ему не сказать, что он там в плохой одежде, там не очень красивой, не модной одежде одет, он никогда этого не узнает. А вот если семью поставить на учет по этому критерию, у него может возникнуть стресс и комплекс на всю жизнь.
Вообще всегда, во все времена, и в Советском Союзе сегодня этот вопрос решался по-другому. Семью не ставили на учет, а собирали одежду тихонько, да, всем миром, передавали семье, чтобы помочь каким-то образом. Да и сегодня у нас, например, в Москве существуют программы, когда центры сбора одежды, игрушек для многодетных семей. Очень хорошо в этом вопросе помогают храмы. То есть на базе храмов православных собирают помощь в огромном количестве, собирается и передается таким многодетным семьям. А если бы эта программа имела материальную поддержку, и вот эти поставленные на учет семьи, они действительно регулярно бы им осуществлялась помощь, не единовременно, не единоразово, а регулярно, вот тогда имело бы смысл, возможно, ставить на учет вот семей по материальному положению. И, наверное, никто бы не отказался от такой помощи. Но поскольку нет возможности этого сделать, то, наверное, постановка на учет по такому критерию будет расценена как унижение или нарушение прав и законных интересов граждан. А затем надо еще учесть такой аспект. Сегодня в нашей стране ведется кампания по борьбе с абортами. И в каждой консультации есть уже специалист, который отговаривает маму сделать аборт. И вот вы представляете, вот приходит такая женщина на аборт, ее отговаривают его сделать. А она думает, ага, я не сделаю и сразу попаду, да, в семью зоны риска, там, группы риска, только потому, что у меня не будет хватать денег этому, допустим, 4-й мой ребенок или 5-й ребенок. То есть вот это вот такой подход, такая стигматизация бедных, многодетных, необеспеченных жильем семей, она может привести к противоречию кампании государственной по борьбе с абортами, тому вектору, который указывается нашим президентом по поддержке, настоящей поддержке многодетных семей. Поэтому, наверное, если нет возможности с помощью этой программы обеспечить эти семьи регулярной основе экономически или жилищно, да, решить жилищные проблемы, то и ставить на учет такие семьи, в общем-то, наверное, было бы неправильно. И, конечно же, поэтому, делая вывод, подводя итог сказанному, очень хотелось бы, чтобы подобные программы, которые подписываются, которые составляются, разрабатываются, действительно расставляли бы правильные акценты в деле защиты детей от посягательств, от жестокого обращения. Простите, пожалуйста. Это вырежьте, ладно? Итак, очень важно, чтобы подобные программы, которые подписывались, которые разрабатывались регионами, они расставляли правильные акценты в деле защиты несовершеннолетних от разного рода посягательств, в том числе жестокого обращения. Поэтому, если бы эта программа была бы наполнена правильным содержанием, именно были учтены те моменты, о которых я сказала, я думаю, что задачи бы этой программы были бы реализованы по максимуму. А в такой ситуации мы можем говорить лишь о фикции определенной, о напрасно потраченных деньгах. И еще необходимо отметить такой момент. Вот подобное отношение к семье, да, отношение к семье как к потенциальной угрозе для несовершеннолетних, постановки необоснованной семью на какой-то учет, может привести к тому, что граждане будут в дальнейшем обращаться с многочисленными исками в суд. И если суд первой инстанции признает правомерность действий чиновников, то, я думаю, суд высшей инстанции, он признает правоту за гражданами. Простите меня, пожалуйста. И вот этот вот многочисленные жалобы, которые последуют за реализацией этой программы, они создадут неблагоприятный фон в обществе и
конечно, создадут негативный образ региона. И, возможно, правительство нашей страны также оценит деятельность субъекта Российской Федерации. Почему я решила выступить именно с таким докладом? Может показаться, что мой доклад немного уходит от темы конференции. Тем не менее, я считаю, что отношение, формирование семейных ценностей как основы социального благополучия детей начинается прежде всего с уважительного отношения к семье. И без этого уважительного отношения формировать вот эти вот ценности семейные подрастающего поколения будет невозможно. Спасибо за внимание.